гобелином занимается, в другом соломой занимаются. В общем, на 2-3-этажных зданиях со всеми этими занимаются, в общем, рукоделием. И, в общем, в один кабинет я зашла, я так как люблю вышивать, увидела вот такие картинки у них. Отдельные узоры удмуртские, которые в рамках. Я прямо сразу увидела. Я заражаюсь тем, что я могу сама сделать. Я сфотографировала и быстренько я их сделала. Вот видите, сколько у меня тут уже они в рамочках. Они у меня прямо дома висят. Я с гордостью хвастаюсь дома. Кто у меня в гости приходит, там у меня, скажем, голова льва, рядышком цветочек, роза или лилия, рядышком вот этот узор. А это вот что такое? Я говорю, это удмуртский узор. Я говорю, запомните. Я же удмуртка. Что это означает? В общем, это знаки, хочу сказать. Вот именно вот этот знак, это цветок шиповника. Шиповник это мужского рода. Вот этот знак, в основном, они идут на мужские рубашки. Вот в примере, пожалуйста, встаньте, покажите свои рубашки. Вот, это тоже моя работа. Мужчинам так красиво я вышивку сделала. Красиво получилось? Потом, вот, из Удмуртии приехали, с Кесского района, как увидели вот эту вот рубашку у них. И говорят, а где вы эту рубашку сшили? А рисунком-то, говорит, вы угадали очень. Это, говорит, мужские знаки. Я говорю, да, я знаю. Так, а вот этот вот, уже округленные знаки, это уже можно вышивать и женщинам. И вот они у меня в основном, видите, в фартуках. Это знак солнца, кругообразный, это знак солнца. Она просто в виде цветка. Так, а вот это вот знак, как бы сказать, да. Знак утки выражается. Нет, вот тут в на ветер нескольких не местах. До вечера не буду. Вот про утку я хочу сказать. У нас удмуртская легенда такая есть. Когда, говорит, только вот этот океан, только вода, говорит, была, утка нырнула, говорит, глубоко-глубоко, оттуда вынырнула, говорит, в землю и выплюнула. Из этого кусочка, говорит, образовалась земля. Это удмуртская легенда, давнейшая уже. Поэтому вот эта утка у нас очень много, знак утки очень много встречается в удмуртских костюмах. И наподобие этого узора очень много встречается еще у ханты-мансийцев, но я не знаю, что у них означает, я не могу брать. Еще буквально на днях я тут смотрела по телевизору какую передачу «Модный приговор». Там эта неделя тоже была посвящена вообще русским народным костюмам. И они каждый день что-то рассказывали про костюм. И вот я сижу, слушаю, и они показывают женский красивый прямо платок. И объясняет Васильев, в общем, ведущий. Тут, говорит, вот такой узор, а вот тут, говорит, вот утка. И он прямо честно и сказал, утка, говорит, это языческий узор. Это, говорит, вышло из язычества. Почему? Потому что, говорит, утка самая, говорит, трудолюбивая. Вот трудолюбивость, вот язычники показывали, говорит, в своих узорах. Я говорю, как хорошо. А язычники-то это ведь мы. В общем, дальше продолжаю. Вот эти вот амулеты, оберег матери называется. Ее носят на груди. Это то же самое, как бы, скажем, вот если красивая женщина, среди удмуртов очень много, 90% очень красивые женщины. И зрители или другие люди с влюбленными глазами смотрят на эту женщину, так скажем. И женщина после этого может заболеть, так скажем, плохо себя почувствовать. Чтобы этого не было, поэтому вот с глаза, да, вот девушки у нас вот носят красивое украшение из манисты. И вот уже в более современном мире уже придумали оберег матери. Оно так и называется оберег.
оберегает. Мама дает дочери, оберег матери, чтобы вот это должно красивее быть, чем мой костюм, так скажем, ярче. Если на мой костюм не обратили внимание, не каждому же нравится такой костюм, не каждый нравится какой-то другой, да, а вот эта яркая красота, все равно каждый посмотрит, ой, надо что-то такое красиво. И вот самые тяжелые взгляды уходят сюда, вот это все в себе забирает. Ну и в общем это можно как бы использовать как для мобильного телефона, для записки, для шпаргалки, портмоне, да, хоть для чего. И естественно с разными узорами, этими же, вот они повторяются. Это мужской знак. Полежу. Ну, у нас еще по-удмуртски говорят его шудоки-жили. Шудоки-жили — это счастливая звезда у нас в переводе. Вообще ее говорят, что шудоки-жили. Ну и эти повторяются, в общем, вот. Так, и это моя работа. Вот эти вот обереги, я уже не знаю, сколько их сделала. Я их не продаю. Мы так как часто в Удмуртию ездим. Умудряюсь я, поехав из Екатеринбурга, еще удивить этим. Так, еще вот насчет костюма. Вот этот костюм мне подарила вот башкирская удмуртка. Я тапочки потеряла. В общем, она ее одела под башкирскую удмурточку. Вот видите, она такая яркая. Наполовину башкирка, наполовину удмуртка вообще. Так, еще хочу сказать вот про этот вот. Это не моя работа, это привезенная из Пермского края. Занимается этим делом директор клуба, забыла, как его зовут. Это береста, которая у нас растет на березе, да. Вот он собирает вот эту бересту и из нее доделывает картину. Я вообще прямо с ума сошла, как увидела. Можете вот близко вот посмотреть. Вот видите, береста, она дорисованная. Ветка просто из ветки Да, сделана он гора. просто дорисовал и сделал из нее как гору. И у него столько рисунков, и ни один рисунок не повторяется. Просто я влюблена. Вот у меня тоже как вместе с этими картинами, у меня это тоже дома висит. Я в первую очередь начинаю хвастаться. Я говорю, вы это знаете, что это такое вообще? И откуда, и что? Так что вот знаете, что именно в Гондыре, вот в Пермском крае, вот в Доме культуры занимается сам заведующий, директор он, и он такие работы вытворяет. Вот. И не только такие, да, Валя, вот? Мы очень много интересных вещей привезли оттуда. Так, я что-то не знаю, куда ушла, никуда не ушла, что забыла, что-то не забыла. Предоставь другим уже слово. Наташа, иди-ка сюда тоже. Лапти, которые... Вот, Да, вот про Наташу я еще забыла сказать. Вот она в черном фартуке. Черный фартук, знаете, когда носят? Когда работают, чтобы не заморался. Вот она специально черный фартук одела, чтобы показать. Это можно в черном фартуке. Вот мы праздники удмуртские делаем, мы все равно за столом сидим, что-то можем уронить. Мы уже снимаем вот эти белые красивые свои фартуки, мы переодеваемся быстренько, у кого есть, в черные фартуки. Это уже, если даже что-то капнуло, уже не видит, что-то отстирать, что не отстирается. А раньше это использовалось, да, повседневное, рабочее. А мы сейчас превратили как бы вот в повседневные праздничные дни, но только за столом, когда мы сидим. Так что вот знаете, черный фартук когда одевается, белый фартук когда одевается. Так, вроде бы все, да? Лапти не будешь рассказывать ничего? Про лапти, да, у меня тут лапти да лапти. Вот эти лапти, в прошлый раз, когда вот открытие было, подарили, оставили из Башкирии. Я не знаю, они, ну, все равно отличаются, вот тут меньше, да, вот побольше свободного места. А эти лапти я купила из Удмуртии, Малопургинский район, Бобья-Уча, деревня. Вот женщина, это как женские вот. Я никогда не Как видала. туфли уже, да? Да, ну вот она сказала, это, знаете, это говорит, женские лапти, в общем.
В общем, я купила, привезла, но вот пригодились. Да. Да. А эти лапти Да, откуда говори. были? Я вечер только иду. Тоже с Удмуртии. Тоже с Удмуртии. Я уехал. Ну, мужские, видимо. Видимо, мужские, потому что тут вот закрыто очень много. Видимо, вот эта портянка закрыта была больше. Ну, кто-то подарил, тоже ведь. Ну да. В общем, все на этом, наверное.